Добрый вечер, дорогие друзья. Не удивляйтесь моему экстравагантному виду. Мы сегодня будем говорить об увлечениях, хобби, если хотите. А для меня это автоспорт и это Формула-1. С начала 90-х годов, как только на территории бывшего Советского Союза начали демонстрацию гонок Формулы-1, я стал буквально фанатом этого вида спорта. А без увлечений наша жизнь оказывается наполовину пустой. Ибо эксперты Всемирной организации здравоохранения определили здоровье как состояние полного физического, материального, социального и психоэмоционального благополучия. Так вот, увлечение или всепоглощающие хобби – это то, что делает нашу жизнь наполненной в психоэмоциональном состоянии. И потому я предлагаю вам вернуться на 26 лет назад, в самый скандальный, самый трагический год всей истории Формулы-1. И поверьте мне, через буквально несколько минут вы поймете, почему я так считаю. И, по-видимому, не только я один. Я вам предлагаю вернуться в 1994 год, когда ревели на стадионах атмосферники, могучие двигатели, а не нынешние турбины, когда, в отличие от сегодняшних пустых трибуны ликовали и бесновались, когда мимо проносились разноцветные болиды. Я вам предлагаю окунуться в ту совершенно невероятную атмосферу, которая является этапом Формулы-1. И мы начнем с Бразилии. 27 марта, Интерлагос, старт. Итак, несколько слов о стартовой решетке. Совершенно предсказуемо, ибо он был фаворитом. На первом месте стоял Айртон Сенна, трехкратный чемпион мира. Совершенно неожиданно для непосвященных. На втором месте находился Михаэль Шумахер. А на третьем месте неожиданно, следом за Шумахером, стоял Жан Алези. К удивлению многих, дебютант формулы Хайнц Харальд Френсен занял 5-е место на стартовой решетке. Абсолютно понятно, что в отсутствие просто многие считали, что чемпионат 1994 года будет малоинтересным, ибо чемпионский титул находится у Айртона Сенны в кармане. Неожиданности начались буквально сразу. Жан Алези на Феррари обогнал Михаэля Шумахера. Интереснейшая дуэль между ними проходит сейчас на ваших глазах, полюбуйтесь, это действительно прекрасно. А пока я напомню вам о новых технических правилах 1994 года. Электронные приспособления, в начале 90-х годов облегчавшие жизнь гонщиков, теперь были запрещены ФИА. Запрет коснулся активной подвески, тормозной системы, антипробуксовочной системы, полностью автоматической коробки передач, бесступенчатой трансмиссии, оборудование, которое можно было запрограммировать, то есть электронной педали газа, которая заменила традиционную механическую подачу рабочей смеси. И хотя использование электроники в двигателе запрещалось любое воздействие на работу автомобиля во время гонки с помощью телеметрии. Нужно отметить, что действительно после целой серии усовершенствований, которые последовали за смертью итальянца Риккардо Палетти на старте Гран-при Канады в 1982 году, в гонках Формулы-1 не произошло ни одной смертельной аварии. 13 лет. Сезон Гран-при 1994 года стал трагическим исключением и врезался в память фанатов этого вида спорта гибелью в Имоле Роланда Ротценбергера и легендарного Айртона Сенны. На втором круге, и эта борьба перед вами, вернул себе второе место и начал догонять бразильца, который уже успел сделать отрыв в 4 секунды. И пока молодой, честолюбивый и талантливый немец пытается сократить отставание от трехкратного чемпиона мира,
у нас есть перерыв аж до 21-го круга. И я постараюсь напомнить все, что помню о расстановке сил перед началом чемпионата. Сезон этот был также отмечен скандальными дисциплинарными мерами. И несмотря на то, что подозрения в мошенничестве, слухи о которых муссировались около спортивной прессы, так и не были доказаны, осадочек, как говорится, остался. Кроме того, чемпионат запомнился явным превосходством немца Михаэла Шумахера на Бенеттон-Форд, как и рядом побед англичанина Дэймона Хилла, сына чемпиона мира 62 и 68 годов Грэма Хилла, на Вильямс-Рено. Эта пара выиграла, задумайтесь, 14 из 16 гонок чемпионата и вели с собой борьбу в захватывающих поединках вплоть до последнего этапа в Аделаиде. Но мы забежали на несколько месяцев вперед. А потом давайте вспомним, с каким багажом подошли топ-команды Вильямс, Феррари, Макларен к сезону 1994 года. Я не оговорился. Именно эти три команды, а не Бенеттон, являлись топ-3 этого чемпионата, по мнению большинства экспертов. В 1994 году Вильямс имели лучший автомобиль Гран-при и лучший двигатель Renault V10. После того, как Алан Прост за рулем Вильямс-Рено выиграл свой 4-й чемпионский титул в 1993 году, Фрэнк Уильямс неожиданно решил пригласить в команду Айртона Сенна. Прост демонстративно ушел из королевских гонок, поскольку не хотел выступать в одной команде с бразильцем. Дэймон Хилл стал вторым гонщиком команды. Феррари после возвращения Брюнера и Осамы Гото и 3 неутешительных сезонов кряду казалось, что дела пойдут в гору. Концепция двигателя V12 мешали ее излишний вес и прожорливость. Но введение дозаправок сделало эти недостатки менее значимыми. Феррари имели преимущество на трассе с длинными прямыми. По слухам, их атмосферник V12 раскручивался более чем на 16 оборотов в минуту и развивал более 800 лошадиных сил, что делало его самым мощным двигателем Формулы-1. Напарником Жана Алези, который с 1991 года не одержал для Скудерия Феррари ни одной победы, стал молодой Герхард Бергер. Забегая вперед, скажу, что именно Бергер прервал черную полосу и одержал долгожданную 104-ю победу для команды из Маранелло. Лучшим результатом Алези в 1994 году было 2-е место в Сильверстоуне. По окончании сезона Феррари заняли в Кубке конструкторов 3-е место, но разочаровывающе далеко позади Вильямс-Рено и Бенеттон-Форд. В 1994 году Макларен вновь сменили своего поставщика двигателей, подписав 4-летний контракт с Peugeot. Сезон 1994 года стал для Макларен началом долгого перехода через пустыню. В конце 1993 года они потеряли Айртона Сенну, перешедшего в Вильямс, и после десятилетий успехов в течение долгого времени не смогли одерживать побед. В 1994 году одним из гонщиков команды был Мика Хаккинен, начавший выступать в конце 1993 года. Деннис попытался пригласить в команду Проста, но тот принял участие лишь в одном испытательном заезде и не стал подписывать контракт. В конце концов, Деннис взял вторым гонщиком своего соотечественника Мартина Брандла. Новый Макларен MP4-9 был разработан проверенной технической командой и снабжен новым двигателем Type A4 V10. В своем первом сезоне двигатель Peugeot испытывал недостаток и в мощности, и зачастую перегревался. Тем не менее, Мика Хаккинен занял 3-е место в 3-й гонке сезона Римини, а также 3-е место в Англии, Италии, Португалии и на Гран-при Европы в Хересе. А что же Бенеттон-Форд? Несмотря на попытки Макларен летом 1993 года переманить к себе Шумахера, тот продлил свой контракт в декабре с Беннеттон еще на 2 года. Новый Бенеттон B194 был разработан на новой фабрике в Энстоуне в Англии главным конструктором Россом Брауном при сотрудничестве со специалистом по аэродинамике Рори Беллом и директором по развитию Пэтом Симмонсом. Генеральным директором по-прежнему являлся Флавио Бриатора из Пьемонта, а Алессандро Беннеттон, сын основателя Лючано Беннеттона, был президентом Бенеттон Формула-1. Кстати, появлению Шумахера в Беннеттоне команда обязана Тому Уикеншоу,
который после первых же гонок молодого немца приложил максимум усилий, чтобы убедить руководство в необходимости любыми способами заключить с перспективным гонщиком долговременный контракт. В Бенетон полагали, что Михаэль будет бороться за победу в чемпионате мира лишь с 1995 года. Но сам гонщик так не думал. Год для команды начался со скандала с поставщиком двигателей, ибо Форд собирался покинуть Формулу-1. Только гений Флавио Бриаторе, который ранее возглавлял сеть магазинов в США, и ни сном, ни духом не предполагал, что станет успешнейшим менеджером в автогонках Формулы-1, позволил сохранить сотрудничество еще на один год. Форд разработал для команды Бенетон двигатель ZR V8 с электроникой Ford. Он изготавливался в Кроссворс в Нортгемптоне и обладал значительно лучшими характеристиками, чем прежний двигатель Ford HB. Двигатель выдавал 730 лошадиных сил при почти 14 тысячах оборотов в минуту, что было порядком хуже, чем у конкурентов. Неоспоримым преимуществом Бенетона стало шасси и корпус, выполненный в виде монокока из фиброкарбона. Однако именно этот двигатель принес Форд первую с 1982 года победу и стал последним успехом для Косуэлла. Вот теперь мы снова можем возвратиться на трассу. Перед пит-стопом немецкий гонщик круг за кругом сокращал отставание от Артона Сенна, штампуя один быстрый круг за других, расправляясь с круговыми. От 4-секундного гандикапа, который образовался из-за удачного старта и агрессивных действий Ализи, осталось менее секунды. Сенна абсолютно отчетливо и не только напрямую видел в зеркалах настойчивого преследователя. Давайте пусть недолго понаблюдаем за этой дуэлью, слушая звук атмосферников, расставание с которыми для меня и по нынешний день является сильнейшим разочарованием. К 21-му кругу, когда немецкий гонщик сократил отставание до менее чем секунды, а от резины остались почти что воспоминания, и большинство соперников уже побывали на пит-стопе, лидирующая пара вместе заехала на пит-лейн для дозаправки и смены резины. Обе команды избрали идентичную стратегию, но несмотря на это, к разочарованию десятков тысяч страстных бразильских болельщиков, пит-стоп Бенетон прошел значительно быстрее, чем остановка Вильямс. Именно это, давайте скажем честно, не обгон на трассе позволило Михаэлу Шумахеру первым выехать с пит-лейн и захватить лидирующую позицию, которую он не отдал до финиша. На 35-м круге произошла авария с участием сразу 4 болидов. На длинной прямой Мартин Брандл из-за неполадок с его Макларен значительно замедлился. А троим ехавшим сзади болидом не хватило ширины трассы. Бенетон дебютанта Йоса Ферстаппена, для тех, кто любит формулу, знакомая эта фамилия. Йос Ферстаппен – это отец Макса Ферстаппена, который является одним из самых перспективных гонщиков нынешней Формулы-1. Так вот, Йос Ферстаппен из-за столкновения взлетел на воздух и прилетел болид Брандла. Вместе с ними с дистанции сошли Бернар на Лежье и Эдди Ирвайн на Джордане. Виновником инцидента позже был признан Ирвайн, из-за которого Ферстаппен выехал на траву. Ирвайн был дисквалифицирован на одну гонку, а после протеста команды наказание увеличили до 3 гран-при. К этому моменту Сенна уже значительно уступал лидеру гонки. После второй волны пит-стопов Шумахер оторвался более чем на 10 секунд. Дэймон Хилл, напарник Сенны, в свою очередь уступал Шумахеру круг и достаточно долго удачно сдерживал немца, так что бразильцу удалось сократить отставание до 5 секунд. Сенна старался выжать из своего болида все, что можно, догнать лидера, но его Вильямс на порядком изношенной резине занесло в одном из поворотов на 55-м круге, и болид остановился. После схода Сенны многие бразильские болельщики потянулись к выходу с автодрома. Шумахер, опережая ближайшего преследователя на целый круг, комфортно завершил гонку, выиграв свой 3-й гран-при. Вторым на подиуме оказался Дэймон Хилл, а третьим приехал Жан Ализи на Феррари. Так Михаэль Шумахер увидел первый клетчатый флаг в новом сезоне.